Все, доброе утро. Ну, как и предполагалось, на улице дубак, наверное, градусов 7. Ветер сильный, дождь. Прям все для отличной дневки. Вот, так что сегодня валяемся, отдыхаем, читаем книжку. У меня зарядка уже села, телефон сел. Вот, бриду вот эту все-таки начал читать, втянулся вроде нормально. Ну, когда нечего делать, любая книжка, в принципе, зайдет, хоть что-то. Тем более 100 лет бумажные книги уже не читал. Нет, дождь Аляске нужен, потому что леса все сухие. Я готов и 2, и 3 дня, если нужно, лежать так в палатке, лишь бы дождик обошел всю Алясочку, полил все цветочки, все растения, чтобы ягодки пошли скорее. И пожаров не было, самое главное. Ух, даже голубое небо там просматривается над горами. В общем, сегодня первую половину дня дождик такой шел, потом перестал. Сейчас просто ветер, похолодание, и ветер сильный. Я аж вылез из своей берлоги, блин. Сходил воды набрал, только кушал, читал, отдыхал, что делать. Завтра вроде погода уже нормальная будет, без дождей, прохладно, но без дождей. Время уже 10 час. Решил на ночь глядя погулять. Устал сидеть вообще, сил столько накопил. Там нашел какую-то дорогу в лес, короче, туда пойду. А вон та гора, куда я лазил вчера. А вообще это просека, как я понимаю, она пожарозаградительная от дороги, чтобы пожар не распространялся дальше, если где-то начинается, чтобы он был локализован. Что-то там болото какое-то. По дороге пройдусь чуть-чуть. Вот сюда дорога идет с приключениями. Какая площадочка здесь красивая. Ого, здесь заросли прям вообще со всех сторон. Чувствую, кого-нибудь встречу на этой тропе, каких-нибудь лосей, наверное. Да, и вот, конечно, полярный день, это так круто. У тебя столько времени летнего. Можно не спать, буквально вот гулять по лесу, ходить ночью. Классно же. Наслаждаешься летом в полной мере. Вообще не на ту дорогу пошел. Сейчас вышел назад. Вот она, сейчас тут заход будет. Coal mine. А вот и нефтепровод здесь. Фига, тут какой звук интересный. Сделали бы они где-нибудь часть прозрачной трубы. Интересно посмотреть, как там нефть течет. Просто вот интересно, любопытно, как это вообще. Густая она там, жиденькая ли. Пройдусь вдоль нефтепровода. Сила Аляски. И реально местные жители получают отчисления каждый год вот от продажи нефти. Вот каждый год по-разному, потому что там эти деньги там в фонд кладут под проценты, и, короче, в зависимости от цен на нефть это все варьируется. Вот, но там типа $1000 в год они точно там получают. Неплохо так. Так что это денежки капают аляскинцам.
Да, там слоев, наверное, столько разных, теплоизоляционных. Там вот сальники, подушки, то есть она, то есть люфтит, короче, чтобы от всяких землетрясения всякие могут быть, еще что-то, то есть она подвижно играет, чтобы не было последствий. Могу понять, вот что это за штуки, они вот радиаторы охлаждения как будто, и там сверху вентили. И что-то для чего это, интересно? Кто знает, напишите в комментариях. Я не знаю, потому что не могу, как будто там вода течет. Такие звуки здесь техногенные, как будто там поезд метро едет. Из-за вот этих радиаторов ветер в них шумит. Реально как будто там метро внутри. Видите, как интересно. Труба, получается, может вот по этой оси гулять туда-сюда. И вон там подушка специальная резиновая стоит. То есть она вот так как по рельсам ходит. Интересно. Вот что-то только сейчас мысль пришла. А пешком или на велосипеде же вдоль этой трубы в принципе возможно пройти? Тут грунтовочка, она везде вдоль трубы идет. Просто не знаю, есть ли закрытые участки, где прям нельзя. Я вот про это не знаю. Надо изучить, кстати. Мне кажется, прикольно бы пешком вдоль этой трубы пройти. По таким диким местам, потому что она тоже идет. Тут видно 564 мили. Скорее всего, от Прода Бэй она вот 564 мили. Ладно, пойду назад, я уже почти 3 мили прошел. Ну, вообще, как бы вдоль линии нельзя ходить. Как бы limited access pipeline, right of way, permit required. Потому что это как бы частная собственность, ну, потому что нефтяные, это частные корпорации владеют всем. Как бы required. Понятно, что если тебя увидят, что ты ходишь, ну, кто-то работник, смотрящий за этим всем, он, конечно, накажет. Скажет, что нельзя так делать, нельзя так ходить. Ну, я не думаю, что их так много тут смотрящих по этой линии. Чебреца на ночь сейчас. Блин, стою, любуюсь, тут классное место все-таки нашел так случайно. Как всегда, так случайно самые классные места находятся. Там долина реки Дельты, горы. Там половиночка луны. И в горах, по-моему, снег выпал немножко, прям на самых вершинах. Свежий снежок, кажется. Ну, конечно, похолодало, это нормально. Все, доброе утро. Заварил чаечек. Сегодня такой замечательный солнечный день. Вон, я сейчас заряжаюсь. Солнечная панель работает на максимум. Сейчас зарядил телефон. Сегодня, в общем, решил сделать такой парково-хозяйственный день. И, наверное, никуда не поеду. Сейчас телефон подключен к зарядке. Он качает и качает видео на бусте, там как конвейер. Мне сейчас 11 видео сегодня надо загрузить на бусте. Целая работа, капец. Прям все там по-новому обложки делаю. Вот. Ну, я, как и любой человек, хочу монетизировать свою деятельность. Чтобы приносил какой-то доход, то есть, ну, идеально вот ты путешествуешь, и чтобы у тебя был какой-то вот хотя бы минимальный доход, который позволял бы тебе покупать еду. Я вот посчитал, мне, чтобы вот так комфортно себя чувствовать в плане еды, просто провизии, чтобы покупать, мне нужно где-то вот в данных реалиях в США где-то $100 в месяц. Вот. То есть примерно $500. Ой, $100 в месяц, говорю, в неделю $100. То есть $500 в месяц где-то получается. В принципе, это не так много. Вот. И я хочу сейчас, вот стараюсь, как бы много там всякой работы делаю, чтобы благодаря своим видео, как бы у меня вот хотя бы какая-то минималка денег была. То есть, соответственно, доход с чего это? С просмотров Ютуба,
с донатов и с платной подписки на Бусти. Там платная подписка на Ютубе еще есть, то есть видео с ранним доступом, так как я выкладываю видео только раз в неделю на Ютубе. Вот, у меня, соответственно, в неделю вообще получается где-то около там 3 роликов в общем. То есть я делаю, у меня конвейер как бы получается такой. Много снимаешь, путешествую, вот. И то есть у меня большая очередь видео. И вот к ним ранний доступ у меня есть. И вот благодаря этому я попробую как-то вытянуть финансово вот это все. То есть раньше вот я путешествовал, и как-то этим... У меня никогда не было много подписчиков. Я потому что никогда не был в мейнстриме. Вот такой я человек. Вот я не делаю то, что любят алгоритмы, условно. Вот алгоритмы любят вот этот мейнстрим, когда делают. А я люблю какой-то андеграунд артхаус, блин. А андеграунд и артхаус никогда не будет популярен. Никогда много людей этого не будут смотреть. А мне вот нравится. Но вот у меня есть какой-то определенный пул моих зрителей, подписчиков, которые со мной сквозь года идут. Но их мало. Вот. И сейчас надо постараться как бы расширить этот количество людей, зрителей, там, которые будут на меня постоянно смотреть. И вот сейчас благодаря аляскинскому путешествию вот я сейчас это делаю. У меня все-таки качество видео лучше, и качество звука лучше стало. Я и на монтаже побольше заморачиваюсь, то есть меньше всякой воды, там, ненужных фраз, вещей вот таких вот. Ну, по крайней мере, стараюсь. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Как бы хотелось бы, чтобы был какой-то с этого всего выхлоп, который позволял бы, не то чтобы, я не говорю там откладывать деньги на что-то, это было бы вообще идеально, хотя бы просто, чтобы мне хватало денег на еду. Вот, а там дальше посмотрим. Но сейчас вот делаю все для этого, я даже никуда не поехал сегодня, хотя у меня прям ноги трясутся, хотят ехать уже. Но мне нужна зарядка солнечная и стоять на месте, и все-таки это добить сегодня вот этот бусти, 11 видео там закинуть надо. Хорошо, хоть у меня интернет безлимитный. Медленный, но безлимитный. Хорошо обживаюсь пакетами вот этими, зиплоками. Вот это от этих Trail Mix, всяких снеков. Пересыпал гречку сюда, потому что я, как уже говорил, проблема гречек, что они без зиплоков. Потом в путешествии обязательно они рассыпаются. Да и дома они тоже рассыпаются. А так он очень удобно. Сейчас закроем и все. Офигеть, здесь в лесу рядом со стоянкой, а он сколько кабеля нашел. Медный, небось, какой-нибудь. Блин, конца не могу найти его. А, ну вот вроде. Оптоволоконный он какой-то. Антиэнтишный, скорее всего. Вот здесь прям он идет. Вон там значок стоит анти. Время сейчас 9 час ночи уже практически. Я сейчас собрал велик, взял одну сумку. Поеду, в общем, где я вчера гулял. Там чуть-чуть дальше, если проехать. Там есть озера, вроде как рыбные. Поеду порыбачу. Так, трубу проезжаю. А этот трак до сих пор стоит. Прикол. Не потерялся там никто случайно. После груженного велика все подъемы вообще на легком велике на изи залетают. Мне кажется, велопутешествие с груженным великом — это самая лучшая тренировка для какого-нибудь маунтинбайка. Реально можно сейчас мне участвовать на каких-нибудь соревнованиях, на гонках, и я там не затеряюсь. Ну, конечно, не первое займу, но и не последнее. Луж здесь много. Вот, Coal Mine Road. Вот, там рыбонька нарисована. Мне туда. Все, тут приехал на одно озерцо. Красота вон какая. Здесь, конечно, закемпиться вообще классно, так на недельку приехать. Я, конечно, сюда на нагруженном велике никогда суваться не буду, но вот если прям цель, вот там дня на 3 возле озера тут встать, это вообще шикарно. А рыба здесь однозначно есть, я вон вижу, как она кормится там, круги на воде.
Они, короче, здесь, где трава тусуются. Вот тут вот. Одна сорвалась, блин. Оп-о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 п. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Ай-яй-яй, давай, не сорвись только. Не сорвись, не сорвись. Опа! Ой, красоточка, смотрите какая. Это кто у нас тут? Кто у нас тут такой красивый? Ух. Еще одна сорвалась, почти в 1,5 раза больше этой. Мне еще одну поймать, и мне на ужин хватит. Просто это немножко маловато. Так, ну что, 2 сорвалось, короче, будем, ладно, одной довольствоваться. Я ее сейчас прям здесь разделаю, почищу. Нож у меня есть. Чешуйки сейчас. На ужин, на базу. Посмотрите, сколько цветов, какие соцветия на закате. Придумывать ничего не буду, нарежу ее просто кусочками, рыбу, и в котелке сварю, типа ухи сделаю. Посмотрите, какое мясо тут красненькое. Ух, красота какая, а. Ух, какой аромат. Вот это обалдеть. Ох, какая она вкусная, жирная. Я и завтра никуда не поеду. Буду на те озера ездить. Бульончик какой божественный, а. Да, маловато рыбки, надо было вторую все-таки добить. 2 сорвалось там. Прям вот они, вот эта форель, она там так дергается, так бьется за жизнь, что вылетает просто с крючка. Аж печенюшки еще есть, сейчас с чайком бахну. Ростовские. А арбуз купили? Мы арбуз купили. А арбузик Да. купили, да? Еще что купили? Дача. И еще много-много фрукты. Ох, это И классно. еще, да, и еще vegetables. Vegetables еще. Хорошие. Овощи купили, да?
очень много овощей. Это классно. И сок, и сок, и цветы для меня. Ну, надо. О, ух ты, круто, доча. У тебя такой классный день рождения будет. Еще свечки купила. Светики купила. Доброе утро. Сегодня проснулся. Не знаю, то ли во сне, то ли это в реале было. Hello. Кто-то сказал. Ну, видимо, кто-то мимо проходил. И капздец. Вот зачем говорить hello? Вот если ты видишь палатку мимо проходить, спокойно, тихо, блин, не буди зверя. Зачем, блин, hello говорить, я не понимаю. Вот взял, разбудил меня, блин, человек. Ну, это ж не во сне было, вряд ли там. Капздец, блин. Нифига говорить hello. Ну ладно. Сегодня, короче, пасмурный день такой. Я не зарядиться, ничего не могу вообще. И ехать я никуда тоже не хочу. Место хорошее. Я еще туда на рыбалку, на озера хочу съездить. Вот. И посмотрел прогноз там, в принципе, на целую неделю. Как будто пасмурно показывает. До среды. А сегодня четверг. Ну да, неделя там. Неделя ровно будет пасмурно. По прогнозам. И то есть я зарядиться ничего не смогу. У меня уже на телефоне зарядка села. Сейчас вот с дочей поговорил. У нее день рождения сегодня. 8 лет Аечки. 8 лет. Вроде бы только недавно в путешествие с ней отправлялись. Она в прицепике сидела. Вот, а уже и 8 лет. Обалдеть. Такая уже девочка. Не, а чё, куда ехать, вот куда спешить? Тут такое место шикарное, с таким видом. Тут щепок всяких много сухих. Это, кстати, я вспомнил, это печка щепотница называется, правильно. Как раз щепками ее можно растоплять. Вот, да и на Аляске, на самом деле, дорожная сеть, она не особо большая. Там дорожная сеть покрывает, наверное, там не больше трети, наверное, территории Аляски. Тут ехать-то особо некуда. Вот, я сейчас, по сути, большой круг делаю. Вот от Анкориджа, Фэрбэнкс, получается. И потом опять замыкаешь круг. Опять через горы проходишь и замыкаешь. И там опять Фэрбэнкс. Все остальные дороги либо в Канаду ведут, либо в тупик там, вот как Далтон. Все, ехать особо некуда. Да, еще такой немаловажный момент. Здесь вот комаров практически нету. Тут плюс открытое пространство. Ну и само по себе тут даже в лесу не очень много комаров. Так, полетают чуть-чуть там в зависимости от времени суток, да и все. И, конечно, ты можешь расслабиться, выдохнуть нормально хоть. Да и я совсем другой. Я сейчас, как раньше, вот я делал велопробеги там по 100 километров каждый день, вот такие вот марафоны. Мне это уже не интересно давно. Сейчас моя основная, вот как бы мое стремление, это просто проживать день с кайфом каждый день. Просто без цели, вот мне нравится место, я живу, как бы вот там книжку почитал, захотел, чайку попил, там разжег, захотел, погулял, сходил. То есть вот такой вид отдыха мне, такой вид вообще проведения жизни нравится, как бы уже. А вот куда-то гнать, какая-то цель, я понимаю, что мне это вообще не интересно. Вот велопутешествие в том плане, как раньше. Это все, мне это не интересно. Вот сейчас мне скажи, езжай вот в Патагонию условно, вот от Аляски до Патагонии. Нет, я могу поехать, но я буду это очень долго делать. То есть у меня вот такой формат кочевья, в принципе. Он и раньше такой был. Я никуда не спешил. Я мог где-нибудь на 3-4 дня где-нибудь в гостях затусить, как бы. Вот, просто раньше я как бы больше с людьми общался, а сейчас мне хочется с природой больше общаться. Вот, и вот такая вот кардинальная разница. А вот куда-то гнать каждый день, ну можно, но, блин, если хочется, только вот по желанию. Вот сейчас я слушаю только самого себя, свое сердце, свое состояние организма. Вот если хочется, поеду. Не хочется, не буду ехать. Вот все зависит только от этого. Вот сейчас я никуда не хочу ехать. Вот сейчас у меня прям вот я кайфую от этого всего. Раз уж я здесь надолго оборудовал себе нормальное костровище, ну, по крайней мере, лучше, чем оно было, собрал эту печку обратно нафиг, это уже вот другое дело. И все-таки мне надо решать как-то вопрос с энергетикой, потому что вот эти решения, которые у меня есть, они уже не справляются. Мне нужен пауэрбанк помощнее, побольше объемом, потому что у меня все-таки как-никак планшет появился еще.
Если бы был бы только телефон, было бы ок, но сейчас вот нет, на планшет уже не хватает. И солнечная панель мне нужна помощнее, с 4 ячейками уже. Тоже, как бы, чтобы восполнять этот тот же пауэрбанк и телефоны. Уже не хватает энергетики, надо расширяться немножко. Нифига, тут свой кразик кто-то, катапиллер, припарковал. Фига себе. Вот это аппарат, конечно. И хера там раздатка. Да, красавица вообще. Вот. Бронепоезд, блин. Фух, привет, озерцо мое сегодня. Что, посмотрим, что у нас получится. Сейчас время уже 7 час. Погодка такая немножко ветреная. Не знаю, может быть еще не время, но я признаков рыбы не вижу вообще. Отдохну чуть-чуть, а то я не вижу смысла сейчас рыбу ловить. Не вижу, чтобы она проявляла активность хоть какую-то. Может, попозже будет. Как только солнышко из-за туч выходит, хоть ненамножко, сразу чувствуется активность рыб повышается. Сразу там, пульк-пульк делают. Опа. Опа, поймал. Ну что-то она вообще маленькая, блин. Ты шо? Малютка совсем. Дай-ка сюда, я тебя выпущу, блин. Ты слишком маленькая. Или нормальная? А? Что с тобой делать? Ладно, выпущу ее, что-то она малютка вообще. Пусть растет. Иди, иди. А ты собираешься вообще жить? Что ты, все что ли? Если ты крякнуть собираешься, тогда я тебя возьму. Давай. О, поплыла. Маленькая совсем. Сейчас поднялся повыше к другому озеру. Там все равно активности что-то я не вижу никакой. Посмотреть здесь, что вообще есть. Простор. Ух, какое красивое озеро. Вон, вижу, там рыбка активничает. Озеро большое очень. Вот я вижу, вот там вот рыбка есть. Но добраться туда, там по болоту не хочу. Но вижу, вот там вот вся рыба. Здесь вообще ничего нету в этой части. Поехали назад на то наше маленькое озеро. Погодка сейчас изменилась. Они вроде активность началась у них. Опа, поймал. Вот, красавица. Ну как вчера такую же. Сейчас еще будем ловить. Сейчас еще будем ловить. А вот и все, вот и вторая. Вообще за минуту буквально стайку, видимо, поймал. Вот жор начался, сразу появляются. Ну, вот на ужин мне хватит вот этих двух. Красавица, а. Вот красавица. Что-то у меня азарт появился. Так попробую третью поймаю сейчас быстро. Они вообще прям клевать как дикие начали. Сорвалось еще парочку сейчас. Третья, чтоб наверняка наесться. Отличный улов. Разделывать буду уже там у себя возле ручья, а то я нож забыл. Все, приволок добычу. Сейчас надо разделывать, пойти ее. Чешуя хорошо отходит, прям легко. Рыба, конечно, вообще кайфовая, вкусная, такая удобная, легко подготавливать ее.
И вот получились красавицы. Две маленькие я уху сделаю, а эту запеку. Не зря же я фольгу с собой вожу. Посолим, поперчим. Какой живительный бульончик здесь. Ой, красота. Рыбочка запеченная получилась. Но лучше все-таки отваривать. Меньше телодвижений получается. Не надо следить. Отварил. Уха вкусная. Ну чё, день подходит к концу. Я уже даже не знаю, какой там день недели. День. Не хочу считать ничего. Да и не надо. Я просто вот здесь и сейчас вот наслаждаюсь каждым днем. Вот что бы я ни делал. Вот, а завершение такого дня вот с таким вот ужином, с рыбонькой, это предел мечтаний просто. Я просто наслаждаюсь жизнью. Каждым ее мгновением в этом месте. Я чувствую себя как дома, я никуда не хочу ехать. Я вот действительно чувствую себя как дома. Такое чувство, как будто я готов здесь все лето провести вот на этом пятачке. Знаете, как мне хочется вот это место уже назвать? Пятачок счастья. Был мыс там во Вьетнаме, а здесь пятачок вот на опушке леса. Реально счастливый. Буду жить здесь, пока не надоест. Пока вот я хочу здесь тусоваться. Как надоест, поеду в другое место. И вот там вот во Вьетнаме я тоже гнал. Куда гнал, чё гнал. Вот нашел мыс счастья тот. Такую передышку на берегу океана. Я даже не помню, сколько я там прожил. 2 или 3 дня, не помню. Может 2 там. Не особо много, но оно запомнилось очень. Серия там была такая классная. А вот так вот я все восточное кочевье гнал. Вот такие передышки. Передышку такую нашел и все. И уже запомнилось. А сейчас я никуда не гоню вообще.